Құрметті ассамблея мүшелері, қадірменді отандастарым. Ассамблеяның бүгінгі сессиясының маңызы ерекше. Биыл ортақ отанымыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтетін жыл болып отыр. 1991 жылы еліміздің халқы үшін жаңа дәуірдің басы болды. 30 лет назад многонациональный наш народ сделал еще один фундаментальный выбор – двигаться вперед в единстве, мире и согласии в нашей стране. С высоты пройденного пути можно с уверенностью констатировать правильность и эффективность этой стратегической формулы национального развития. Первое. Это позволило нам создать наиболее благоприятные условия для строительства государственности и обеспечил мощнейший ресурс формирования облика современного Казахстана. Главным камертоном здесь служит, как известно, преамбула нашей Конституции, которая начинается словами «Мы народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой». Основной закон отрежает коренные интересы всех наших соотечественников. 11 статей нашей Конституции утверждают, защищают и укрепляют единство, мир и согласие в нашем государстве. В то же время мы обеспечили все необходимые условия для развития культуры, языков и этносов страны. На этом фоне казахстанцы сплотились вокруг общих целей и наших общих устремлений. Каждый внес вклад в укрепление нашей сплоченности, взаимоуважения, патриотизма и ответственности. Мы обратили многообразие общества в свою пользу. Это теперь является известным конкурентным преимуществом Казахстана. Созданная нами модель межэтнических отношений основана на ведущих международных правовых стандартах и признана сегодня во всем мире. Отечественная формула мира и согласия стала образом жизни, нравственным императивом, бесценным богатством и активом нашего государства. В итоге казахстанцы вобрали в себя богатство культуры, традиций, этносов, сформировав уникальный национальный код. Второе. Наша страна достигла значительного прогресса в социально-экономическом развитии и повышения благосостояния населения за эти годы. Практически с нуля построена современная рыночная экономика, успешно проведены кардинальные реформы. Благодаря этому Казахстан входит сегодня в число 50 наиболее конкурентоспособных государств мира и группу стран с уровнем выше среднего дохода. Внутренний валовый продукт на душу населения увеличился 13 раз. ВВП вырос за это время в 10 раз. Численность населения за эти годы выросла на 2,5 миллиона человек. Сегодня мы приблизились к отметке 19 миллионов человек. А продолжительность жизни увеличилась с 67,7 до 73,5 лет. Это огромное достижение. Доходы населения выросли в 9 раз. За годы независимости мы привлекли в нашу национальную экономику прямых иностранных инвестиций 365 миллиардов долларов. И занимаем прочно первое место в регионе. Накоплено на сегодня более 90 миллиардов долларов международных резервов. В свою очередь, Национальный фонд, который был создан по моей инициативе, спасает нас от экономических потрясений. Уже он выручил Казахстан в 3 страшных кризисах Юго-Восточной Азии. Финансовый кризис 8-9 года. Вот сейчас пандемия в прошлом году. Самый меньший спад экономики был у Казахстана, около 3%. Почему? Потому что Национальный фонд помогал, поддержал и бизнес, и наших граждан. Сейчас ведется активная, широкомасштабная индустриализация и развитие сервисно-промышленной сферы, что ориентировано на снижение зависимости нашей экономики от сырьевого сектора. Будучи страной, не имеющей прямого доступа к морским путям, мы в трудных условиях вынуждены были и реализовали национальную программу инфраструктурного развития «Нурлы жол»,
все члены Ассамблеи это хорошо знают. Это позволило Казахстану встать золотым мостом в самом сердце Евразии, на важном перекрестке путей, соединяющих Азию и Европу, север и юг, Тихий океан, Атлантическим и Индийским океаном. Построенные более 13 тысяч километров автомобильных и 2500 железных дорог, эти проекты включают в себя автобан Западная Европа, Западный Китай, железные дороги из Казахстана на Персидский залив, в Южную Азию, возле Каспийского моря, по югу через Туркменистан, Иран, мы доходим до Персидского залива. Все это позволило создать в стране конкурентоспособный транзитный хаб. Теперь через Казахстан товары любой точки Азии могут достичь Северной Европы всего за 2 недели. В сердце Великой Степи лишь только за 20 лет мы построили нашу прекрасную столицу. Она стала самым масштабным проектом Отечества, символом возрождения Казахстана, воплотившим созидательную силу народа. Главный город страны сегодня служит катализатором перемен и точкой роста национальной экономики, образцом политического, социального и культурного прогресса. Третье. Казахстан стал авторитетным, надежным членом глобальной семьи наций и мира. Наш флаг гордо реет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Мы последовательно продвигаем свои национальные интересы, приоритеты на международной арене. Государственные границы Казахстана юридически закреплены, признаны всеми странами мира. Наше лидерство в области ядерного разоружения и нераспространения задало новый нравственный стандарт для всего мирового сообщества. Мы инициировали и реализовали с другими странами также интеграционные проекты, как Евразийский экономический союз, совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии, Совет сотрудничества тюркоязычных государств или Тюркский совет и съезд лидеров мировых традиционных религий. Многовекторная внешняя политика позволила зарекомендовать нас как миролюбивую нацию, нацеленную на сотрудничество и обеспечение мира на земле. Четвертое. Независимость стала для нас временем справедливости. Казахский народ и казахстанцы в результате самоопределения возродили свой национальный дух и великую историю. Все это представляет собой эпохальный акт огромной значимости. В 2018 году в связи с тем, что город Чимкент стал миллионником, я своим указом сделал его городом центрального подчинения, выделив Туркестанскую область с центром городом Туркестана. За это время выстроен совершенно новый город. Это стало еще одним свидетельством возможностей нашей страны. Все, кто сегодня бывает там, восхищаются. Это центр культуры, это центр истории, еще один цветущий город на юге страны. По итогам прошедшего недавно по моей инициативе саммита Тюрксовета обновленный город Нур-Султан объявлен духовной столицей всего тюркского мира. Мы вернули честное имя сотням тысяч людей казахстанского народа, отдавшим жизнь за идею свободы и равенства. И реабилитированные, пострадавшие в годы политических репрессий, голода, учрежден День памяти жертв этих трагических моментов нашей истории. Более миллиона наших земляков, Кандастар, предки которых были вынуждены покинуть свою землю, вновь обрели свою родину. Мы старались и восстановили справедливость в отношении целых народов, депортированных в Казахстан из разных краев бывшей Советской империи. Благодарные потомки, представители этих народов сегодня живут как в нашей стране, так и на своей исторической родине. Для всего мира Казахстан и казахский народ стал ассоциироваться с понятиями милосердия, гуманности и толерантности. В целом, 30 лет – это лишь краткий миг по меркам истории цивилизации. Но эти 30 лет воплотили в себе титанический успешный труд по строительству модернизации Казахстана.
Это общий труд всех казахстанцев. Это наш с вами общий труд, уважаемые члены Ассамблеи. Сегодня Казахстан вступает в новый ответственный период. Он совпал с периодом пандемии, усиления кризисных явлений в глобальной экономике, обострения геополитического соперничества ведущих мировых игроков. Эти и другие неблагоприятные обстоятельства не могут не оказывать своего негативного влияния на развитие и нашего государства. Глубоко убежден, что в этих условиях президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев продолжает проводить всесторонне просчитанную, выверенную политику, которую нам следует поддерживать. Она служит интересам всех казахстанцев и целям дальнейшего развития нашей нации. Вместе с тем важно смотреть и за горизонт. Мы должны спрашивать себя, каким будет Казахстан в будущем, как необходимо дальше укреплять национальное единство, какой будет гражданская нация в нашей стране, что ей будет присуще. Сегодня это не отвлеченные умозрительные вопросы, а задачи реальной перспективы. В данном контексте полагаю, что государственная политика и новая идентичность нации в ближайшие годы должны быть выстроены в соответствии со следующими принципами. Первое. Принципом казахстанского патриотизма, основанного на доверии, взаимодействии между государством и гражданами. При этом гражданский патриотизм должен укрепляться на основе горизонтального взаимодействия между индивидами, общественными объединениями и институтами гражданского общества, а также в рамках местного самоуправления. Второе. Принцип гражданского равноправия. Он должен быть основан как на равенстве возможностей всех граждан, так и на равенстве всех перед законом. В качестве инструмента реализации этой задачи необходимо использовать формулу «ответственное государство», «ответственное общество», «ответственный человек». Третье. Принцип, объединяющий роль государственного языка. Посмотрите, сколько молодых людей получили путевку в жизнь от ассамблеи. Именно ассамблея научила их знанию государственного языка и своим деловым качествам. Ирина Тухватуллина, Наталья Дементьева, Максим Споткай, Юлия Трегубова, Максим Рожин, Ирина Тен. Сегодня эти люди работают на ответственных должностях. Зайдите на их странички в социальных сетях, и вы увидите, как казахи просто-напросто от всей души полюбили этих ребят. Ну и взаимно. Четвертое. Принципом единства в многообразии, который у нас на сегодня фактически активно дополняется принципом интеркультурализма, сегодня это общемировая тенденция, которая означает, что на первый план выходят объединяющие интересы и позитивные взаимодействия между представителями различных этносов. Пятым принципом является модернизация нашей нации. Неустанное превращение нашими гражданами таких качеств, как образованность, трудолюбие, дисциплина, ответственность, честность, бережливость, полностью отвечает сегодняшним задачам. Ассамблее следует взять данные принципы за основу при определении стратегии дальнейшей работы. Принять меры по повышению эффективности деятельности Ассамблеи в качестве действенного института общественного развития в новых условиях. Институтам Ассамблеи необходимо быть готовыми в любое время дать отпор любому вызову, который может нанести ущерб нашей модели межэтнического согласия. АНК должна внести свой вклад в формирование нового облика страны и новой идентичности нации. Для воплощения в жизнь этой цели необходимо консолидировать наших сограждан. Это подразумевает необходимость продолжения акцентированной и системной интеграции всех этносоциальных групп в общеказахстанский социум. Такие структуры ассамблеи, как Советы матерей, Советы общественного согласия в регионах, должны стать площадками межэтнической коммуникации в самом широком смысле этого слова. АНК не раз демонстрировал примеры высокого гражданского патриотизма, который укрепляется в процессе конкретных дел. Здесь хочу привести пример нашу реакцию
на пандемию коронавируса, через который мы сейчас проходим. По всей стране представители разных этносов, члены ассамблеи, волонтеры пришли на помощь нуждающимся. Они раздали миллионы масок, помогли врачам, малоимущим, приобретали компьютеры для детей и помогали. Акция партии Нур-Отан «Без Бергемз» стала символом сплочения народа, актом торжества гуманизма и казахстанского милосердия. Дорогие друзья, за прошедшие 30 лет в летописи Казахстана было написано много ярких, насыщенных по содержанию страниц. О том, как мы все вместе изо дня в день, шаг за шагом двигались вперед и ставили перед собой новые, самые амбициозные цели. О том, как нами были достигнуты большие вершины, пережитые моменты огромной радости, гордости за те или иные свершения, которые мы своими руками делали. Всех их сегодня не перечислить. Сегодня, когда весь мир проходит невиданные прежде испытания, мы вновь с честью преодолеваем вызов. Более того, мы продолжаем развитие страны, модернизируя экономику и повышая социальные стандарты. Здесь хочу сказать, что все эти годы я всегда ставил на первое место единство народа, благополучие, гармонию, безопасность, стабильность и спокойствие. Я хотел, чтобы наша страна была эпицентром мира, чтобы никогда трагедия войн, кровавых, религиозных, межэтнических конфликтов не омрачила жизнь наших граждан. Сегодня можно констатировать, что эта моя мечта сбылась. Должен отметить, что в этом свою роль сыграла Ассамблея народа Казахстана, созданная по моей инициативе в 1995 году. Ассамблея всегда может гордиться с тем, что шла в ногу с народом и в ногу со временем, и создала сегодняшний Казахстан. Все это время она должным образом выполняет свою миссию, показывает себя в качестве одного из эффективных институтов общества. Сегодня в стране работает 957 этнокультурных объединений, 2736 советов общественного согласия и 1761 совет матерей ассамблеи. В этой работе активно участвует более 500 тысяч человек. Это большая общественная сила. Дома дружбы, построенные по моему поручению во всех регионах, стали уникальными центрами межэтнического общения, центрами благотворительности и волонтерства. С учетом функциональной важности, работа домов дружбы должны быть в центре внимания всех акиматов всех уровней. Многие страны изучают феномен Института Казахстанской ассамблеи и перенимают наш опыт. Современный Казахстан – это состоявшееся государство, уверенным в собственных силах народом. Точно знаю, что наша страна готова к любым испытаниям и покорению новых высот. У нас для этого есть все – потенциал, знания, опыт и воля. Это обязательно поможет нам достичь поставленных целей. К 2050 году войти в число топ-30 экономически мощных государств планеты. Главное, как зеницу ока беречь нашу Родину и ее основу – мир, дружбу и согласие. Независимость, единство, процветание – это незыблемая, вечная формула успеха Казахстана. Біз біргеміз, алға Казахстан. Благодарю вас за внимание. Мен Атажұртқа келгенде 10 жастағы ойын баласы едім. Осы ірге сынық, егемен елде еш алаңсыз еркін өстім, ер жеттім. Сол үшін сізге өз атымнан және өзге де шеттен келген барша қандас бауырлар атынан шексіз алғыс білдірем. Нұрсұлтан Әбішұлы, өзіңіз негізін қалаған нұрлы көшпен елдіктің елеулі 30 жылында 1 миллионнан астам адам атамекеніне оралды. Әлбетте, әр қандас елім маған не береді деп емес, мен еліме не берем деген кемел оймен келді. Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз дүниежүзі қазақтары қауымдастығының құрылтайында бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар. Ол тәуелсіз Қазақстан деген едіңіз.
Ел жүрегін елжіреткен осы сөздеріңіз отанына оралған талай қазаққа бағыт бағдар болды. Атамекенге ат басын тіреген ағайында елдің әлеуметтік, экономикалық әлеуетін арттыру жолында аянбай еңбек етіп келеді. Олар өркениет көшіне ілескен өрелі мемлекеттің тұрмыс тіршілігіне бейімделіп, түрлі ұлыс өкілдерімен тіл табысып, біте қайнасты. Тағы бір айтарым бар, құрметті елбасы. Соңғы жылдары талапкер қандастарға бөлінетін квота еселеп ұлғайды. Соның арқасында 7.000-нан астам қандас бауырымыз қазір елімізде білім алып жүр. Тіпті ақш, Канадада тұратын қазақ жастары әйгілі Гарвард, Кембридж емес, Орта Азиядағы озық оқу орны Назарбаев университетіне түсіп жатыр. Осы жерде өзіңізге тағы бір мәрте дүниежүзі қазақ жастарының атынан рахмет айтуға рұқсат етіңіз. Бірегей білім интеграциясы, ботасы келсе, атасы да келеді дегендей, сырттағы ағайынның елге көшуіне едәуір әсер етуде. Бірлігі бекем, тірлігі тұғырлы. Берекелі бейбіт елге бет алған ұлы көш тоқтамасын, ұласа берсін. Сегодня весь народ Казахстана встречает год 30-летия независимости. Каждое поколение видит в этой дате свой особенный смысл. Для старшего поколения, стоявшего у истоков независимости, это 30 лет выбора и преодолений, великого труда, определившего контуры нашего Казахстана. Для молодых людей это история самостоятельной страны, которая на их памяти всегда была на карте мира. Для граждан свободного Казахстана важно понимать, что независимость – это подвиг старшего поколения, который навсегда займет свое выдающееся место на страницах истории. А слова «первый президент» и «независимость» всегда стоят рядом и стали синонимами. Уважаемый Нурсултан Абишевич, в самые тяжелые времена вы щедро инвестировали в будущее Казахстана, в новое поколение. И в каждой казахстанской семье на устах название ваших инвестиций. Болашак, с дипломом в село, Жасыл-Ель, Серпын, 100 новых лиц Казахстана и другие, которые решают 3 главных вопроса молодежи: качественное образование, стабильное трудоустройство, доступное жилье. А Касым-Жомарт Кемелевич продолжил ваши вложения в молодежь. Это президентский молодежный кадровый резерв. Множество акций и направлений развития в рамках национального проекта ТЛССД Крупактары. Все они стали огромным полем возможностей и социальных лифтов. Сегодня молодые казахстанцы начали покорять НАСА, Google, Tesla, Boeing, где они занимают ключевые позиции как разработчики. Наша молодежь не ждет, когда ей принесут золотую ложку. Она делает ее сама и делится с другими. И самое главное, за 30 лет независимости в нашей молодежи возродилось историческое слово «казак» в его первоначальном смысле. Это значит, в каждом из нас живет дух свободы, дух патриотизма и дух независимости. Казахстан стал для нас той самой благодатной землей Жироик, где мы, уйгуры, интегрировались и стали частью огромной нации, общей нации. Спасибо вам за вашу веру в молодежь. Мы всегда помним ваши слова: «Быть патриотом значит носить Казахстан в своем сердце». Рахмет. Сегодня мне выпала честь и ответственность говорить от имени всех медицинских работников страны. Мы, медики, это профессиональная ассамблея. Оказывая помощь, мы видим только больного, и нам не важны его национальность, язык, религия. Для нас главное – спасти ему жизнь. Уважаемые участники сессии, пандемия еще не закончилась. Мы, медики, в буквальном смысле работаем месяцами, не отходя от больных. При лечении заболели тысячи медицинских работников. Есть и те, кто погиб в этой борьбе. Но мы всегда ощущаем поддержку вашу, Нурсултан Абишевич, главы государства, Ассамблеи народа Казахстана. Я горжусь тем, что в моей стране создана своя вакцина. Это и есть яркий пример успеха нашей медицины. Это и есть плоды нашей независимости. Хочу обратиться к соотечественникам. Помогите нам спасти ваши жизни и здоровье. Соблюдайте все меры предосторожности. Вакцинируйтесь. Только так мы победим пандемию и вернемся к
нормальной жизни. История распорядилась так, что у курдов нет своего независимого государства. И мы особенно тонко чувствуем, какое это великое счастье быть независимыми, жить в своей стране, ставшей нам единственной отчизной. Мы искренне разделяем радость и гордость казахского народа в эту историческую дату. Мой дед, депортированный в Казахстан в 40-е годы, в благодарность казахской семье, приютившей его родных, в честь хозяйки этого дома назвал свою дочь. Ол менің анам, Қаймаш есімді. Он завещал нам помнить добро, быть благодарными казахскому народу и передавать это из поколения в поколение. Наши огромные слова благодарности за то, что мы смогли реализовать себя на казахской земле. Здесь среди курдов появились ученые, творческая интеллигенция, бизнесмены, работающие во благо настоящего и будущего нашей общей семьи, ядром которой является казахский народ. Огромную и неоценимую роль в судьбе каждого гражданина сыграла Ассамблея народа Казахстана. Она сплотила нас вокруг казахов и сделала нас единой нацией. Вы, многоуважаемый Нурсултан Абишевич, создали зеленый пояс столицы, а господин президент поручил разработать национальный проект «Зеленый Казахстан» и высадить 2 миллиарда саженцев. Мы, члены Ассамблеи, в первых рядах по продвижению этих проектов. Будущее начинается сегодня из конкретных дел. Пусть год 30-летия независимости станет для нас новой точкой отсчета на пути к благополучию, созиданию, миру и согласию. И каждый из нас внесет в это свой конкретный вклад. Назарларыңызға рахмет. Меня зовут Ауэзова Мария. Папа армянин, мама украинка, я казахская Килин. Муж Мухтар Ауэзов. Я родилась и выросла здесь, и до недавнего времени у меня было все как у всех. Учеба, работа и семья. Мы строили планы на будущее. Но 6 лет назад я заболела и лишилась обоих ног выше колена. И жизнь поменялась в один момент. Уважаемые друзья, я не могу передать словами, какая на меня навалилась депрессия. Было очень плохо и физически, и душевно. Я думала, жизнь кончилась. Я всегда буду благодарна своему мужу Мухтару за то, что он для меня сделал. В нашей семье мы шутим. Тезка мужа написал для народа «Путь Абая», а мой Мухтар Ауэзов каждый день пишет для меня «Путь Марии». Я еще недостаточно хорошо знаю казахский язык, но верю, что мой муж, как истинный казах, научит меня совершенстве. Ведь именно Мухтар не дал пасть мне духом, заставлял заниматься пауэрлифтингом, я побеждала в международных соревнованиях. В 2019 году в нашей жизни появился Вадим Цхе. Альпинист, спортсмен, мечтатель и тренер человеческих душ, который вернул мне силы, цели и мечты. Сам он кореец, папа кореец, мама русская, жена казашка. Он заразил меня мечтой подняться на Эверест. Так и сказал: «Маша, хочешь прогресс? Нужен Эверест». А еще волю к жизни мне вернул наш родной Бурабай. Там я покорила мои первые вершины и поверила, что я смогу. 1,5 года ушло на подготовку. И в апреле 2021 года мы, команда, совершили успешный подъем на базовый лагерь Эвереста высотой 5364 метра и на гору Калапатар высотой 5640 метров. Это было очень сложное, трудное восхождение. Холод, тьма, валуны. И мы дошли и подняли наш гордый флаг Казахстана. Нурсултан Абишевич, мы посвятили это восхождение нашему Казахстану, нашей независимости. Вот этот флаг. Я считаю, что вершину в нашем лице покорила Ассамблея, наш уникальный народ. А я знаю формулу успеха. Хочешь прогресс – иди на Эверест. Будь готов к трудностям и не сдавайся, и тогда все вершины твои. Нурсултан Абишевич, с вами наш Казахстан тоже покорил все вершины независимости. И 30 лучших стран мира – это вершину, которую мы покорим благодаря независимости. Хочу обратиться ко всем. Ничего не бойтесь, мечтайте и будьте первыми. Нурсултан Абишевич, вы знаете это лучше других, ведь в нашем Казахстане мечты сбываются. Қазақта алмас қылыш күн түбінде жатпайды деген жақсы сөз бар.
біздің елде талпынған, еңбектенген адамға барлық жетістікке жетуге болатынына мен толықтай сенімдімін. Еліміздің арқасында ауыл баласы Қытай Халық Республикасындағы ең мықты университеттердің бірінде білім алсам деген арманы орындалды. Шетелде оқып жүрген кезімізде бізге қарап елді сынайтын болғандықтан 10 мыңнан астам студенттің басын біріктіретін Қазақстан студенттерін қауымдастығын құрдық. Және де Шанхай төрінен Қазақстан мәдениет орталығын аштық. 9 жыл аспан асты елінде тұрып, оқуымды аман-есен тәмамдап, елімді қандай жаңалықпен қуантып таңғалдырсам деген ойда жүргенімде, Біріккен ұлттар ұйымы ұйымдастырған көп тілдер бір әлем атты шығармалық сайысына қатыстым. Мұнда 130 мемлекеттен 23 мыңнан астам үміткер қатысқан додада жеңіске жеттім. Біріккен ұлттар ұйымында биік мінберден сөзімді сізден үлгі алып, ана тілімде бастап, қазақ тілін әлемге тағы бір естірттім. Жырақта бірге білім алған достарымызбен біз жұмыс іздемей, жұмыс орнын ашайық деген оймен өзіміздің компаниямызды құрдық. Қазіргі кезде компаниямыз жоғары деңгейде жұмыс істеп, мұнай және блокчейн салаларында халықаралық деңгейдегі компаниялармен бәсекеге түсуде. Кәсіпкер дегеніміз қазіргі кездің жауынгері, себебі кәсіпкерлік үлкен еңбекпен батылдықты қажет етеді. Батылдық пен батырлық қанымызда болған соң, еліміздің жігіттері кәсіпкері болып, ешкімге тәуелді болмай, әлемнің нарығын бірге жаулауға шақырамын. Я родился и вырос в еще провинциальном Целинограде. На месте этого современного здания, где я сегодня выступаю перед вами, когда-то была наша дача. Тогда и представить было невозможно, что однажды здесь будет самый центр современного мегаполиса. В это мало кто верил. Но верили вы, Нурсултан Абишевич, и поверили мы, дети. Вы мечтали, чтобы столица стала по-настоящему точкой притяжения для людей со всех уголков нашей страны и мира. А население Казахстана год от года росло. Я не остался в стороне и создал свою малую ассамблею. Свою супругу, грузинку, 7 лет назад я случайно встретил в аэропорту Киева и вскоре привез сюда. Сейчас у нас уже 3 сыновей. В 2012 году вы дали поручение, чтобы этнокультурные объединения привлекали инвестиции в республику. Немцы Казахстана привезли более 20 инновационных технологий, которые сегодня успешно используются в сельском хозяйстве, птицеводстве, переработке молока и мяса. При вашей поддержке запущен высокотехнологичный завод «Бемер» в Караганде, который выпускает запорную арматуру для нефтегазового комплекса по самым высоким немецким стандартам качества. Вы всегда говорили, что этнокультурные объединения должны служить живым мостом дружбы между странами. Для этого нашим обществом совсем скоро в столице будет открыт казахстанско-немецкий центр, и мы будем очень рады встречать вас в его стенах. Нурсултан Абишевич, Касым-Жомарт Кемелевич, по роду деятельности я много путешествую. Я убедился своими глазами, когда проехал по маршруту от китайского порта Ляньюнган через Каспий до немецкого порта Дуйсбург в самом центре Германии. Могу уверенно сказать, что Казахстан реально становится важнейшей частью нового шелкового пути. Я горжусь Казахстаном. В прошлом году я был единственным представителем нашей страны на международных соревнованиях Ironman в Эстонии и с гордостью поднимал наш флаг на финише. В тот день я стал железным человеком и даю свое железное слово, что Ассамблея и немцы Казахстана – это настоящие патриоты и надежная опора нашей страны. Я сын казахского народа, родился в год независимости. Я детдомовец. Так случилось, что с малых лет остался без мамы и воспитывался в детском доме Үміт. И мою маму тоже звали Надежда. За время независимости казахский народ возродил свои духовные ценности, где нет места сиротству. И это здорово, что казахстанцы продолжают традиции своих предков, согревая детские сердца любовью и заботой. Сегодня для меня очень важно сказать вам, Нурсултан Абишевич, что я ни разу не чувствовал себя сиротой в полном смысле этого слова. Да, жить в детском доме непросто, ведь дети никогда не перестают ждать маму и папу. К сожалению, многие из них так и не дожидаются их. И их самыми близкими становятся люди, которые работают по зову сердца. Это воспитатели, нянечки, повара. Мне очень хочется поблагодарить с этой высокой трибуны нашу большую маму Майру Баймухановну, директора нашего детского дома.
Ее теплые руки одарили щедрой материнской заботой более 1000 детей. Наш дом «Үміт» – это маленькая ассамблея. Здесь мы не делим друг друга на национальности, мы все братья и сестры, потому что мы дети одной большой страны. Ведь как вы, Нурсултан Абишевич, однажды сказали, у кого единая отчизна, у тех единое сердце, единые устремления. В нашем доме есть 19 кружков и секций. Робототехника, иностранные языки, разные виды спорта. Для себя я выбрал музыку. С нашей творческой группой «Үміт» мы объездили полмира, достойно представляя нашу родину на международных конкурсах и фестивалях. А самым ценным дипломом в моей копилке стал диплом за победу в республиканском конкурсе абайских чтений. Сегодня я самостоятельный человек. Женился, получил квартиру, делаю работу, которая мне по душе. Но мой сыновий долг вернул меня в родной дом в статусе наставника. Видя блеск в глазах наших ребят и являясь для них в какой-то степени примером, помогаю им раскрыть свои таланты. Я благодарен судьбе, что нахожусь на своем месте и сделал правильный выбор. Я ровесник независимости. Горжусь тем, что живу в стране, где забота о ребенке – это не просто слова. И для меня национальный код – это теплота сердец нашего народа. Обычные человеческие поступки, которые делают нас настоящими патриотами страны. Рахмет. Әр ұлт, әр халық үшін тәуелсіздіктен артық, қасиетті де қымбат ештеңе жоқ. Я родился в 94-м, и для меня независимый Казахстан – это страна, где я могу воплощать в жизнь свои планы, ставить цели и достигать их. Будучи еще школьником и студентом, я на себе ощутил, какое большое внимание уделяется молодежи страны, и в созданных благоприятных условиях не упустил возможности для собственного развития. Стал стипендиатом фонда первого президента, окончил Казахскую национальную академию искусств Жургенова, Российскую академию музыки Гнесиных и дипломатическую академию МИД России. Часто представляю нашу страну за рубежом. Вместе с прославленным оркестром Курмангазы выступал в Москве и Санкт-Петербурге. Пел для Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Горжусь, что я единственный казах в составе известного коллектива «Хор Турецкого». Выступал в более 50 городах мира, и везде звучит то, что я из Казахстана. Нурсултан Абишевич, вы воспитали новое поколение независимых граждан. Это новый социальный формат. Ваша политика взрастила целую плеяду всемирно известных казахстанцев. Ваш проект «100 новых лиц Казахстана» многим открыл дорогу в жизнь. Мне тоже повезло стать участником и победителем этого проекта. Біздің елімізде жастардың жан-жақты дамуына барлық жағдай жасалған. Сондықтан біз өз отанымыздың өркендеуіне аянбай күш-жігерімізді жұмсауға міндеттіміз. Культура – это яркий показатель уровня развития страны. Мы впитали разнообразие культур, сумев сохранить самобытность. Біздің әрқайсымыздың жетістігіміз бұл бір тұтас Қазақстанның жетістігі. Ынтымақ түбі игілік дегенде, бірлігі бекемел барлық қиындықты еңсереді. Елдің егемендігін аңсау бар, оған жету бар, және оны сақтап қалу деген жауапкершілік бар. Біз келешекке бастаушы, келешекті жасаушы ұрпақпыз. Ендеше қолда бар алтынның қадірін білу, оны келесі бір дәуірге аманаттау және жеткізу мойнымыздағы парыз. Құрметті отандастар, 30 жыл бұрын тәуелсіздікке алғаш қол жеткізгеннен бастап, халқымыз Қазақстанның тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кемел басшылығымен, қоғамдық келісіммен жалпы ұлттық бірлікті ел дамуының басты ұстаным ретінде таңдады. Елбасының бастамасымен құрылған Қазақстан халқы ассамблеясының қызметі айрықша. Жалпы халықтық институтқа айналған ассамблея құндылықтар мен азаматтық ұстанымдардың тұтастығын нығайтты және ортақ мақсаттар мен міндеттер аясында ел тұрғындарының мызғымас бірлігін қамтамасыз етіп келеді. Ассамблея азаматтың қоғамның тиімді институтына айналды, конституциялық мәртебеге ие болды және елдің жоғарғы заң шығарушы органына депутаттар сайлау құқығын алды. Ассамблея сессияларында ел тұтастығын сақтауда тарихи маңызы зор ер бірлігі доктринасы, мәңгілік ел жалпы ұлттық патриоттық идеясы, рухани жаңғыру бағдарламасы сынды стратегиялық және бағдарламалық құжаттар бүкіл халықты қолдауға ие болды.
Бүгінгі таңда ассамблея жалпы ұлттық топтастырушы фактор және этносаралық қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілді дамыту мен қолданыс аясын кеңейту жөніндегі жұмысты жалғастыруда. Ассамблея қызметінің арқасында еліміздің этностық және мәдени сан алуандығын дамудың және реформалардың маңызды факторына айналды. Біз елбасының татулық пен келісімнің Қазақстанның бірегей моделін құрудағы тарихи рөлін айрықша атап өтеміз. Ассамблея барлық азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру және ұлттың адами әлеуетін нығайту, әділетті қоғам мен тиімді мемлекет құру бағытындағы президент Қасым-Жомарт Тоқаев белгіленген дамудың жалпы ұлттық басымдықтарын іске асыру бойынша жұмысты жандандыруға шақырады. Біз тәуелсіздік пен бірлікті нығайта отырып, отанымыз Қазақстан Республикасының табысты дамуы мен өркендеуіне қол жеткізетінімізді нық сенім білдіреміз. Мы с вами хорошо понимаем и знаем колоссальную значимость достижения нашей независимости. За очень короткий период по меркам истории Великой Степи построено успешное, уверенное, смотрящее вперед государство. Сегодня Казахстан – это современная демократическая страна с высокими показателями социально-экономического развития и благосостояния населения. Благодаря проактивной внешней политике, большому вкладу в укрепление мира и безопасности на планете, наша страна имеет высокий авторитет в международном сообществе. Наряду с этим, за прошедшее время мы воспитали и дали путевку в жизнь новому поколению казахстанцев. Все эти годы мы стремились образовать единую политическую нацию, и ассамблея была направлена на это. При этом мир и согласие – это не просто слова, это почва, на которой все мы живем, трудимся, строим свое будущее. Но главная мысль здесь состоит в том, что мы должны в ежедневном режиме беречь все, чего мы достигли. Мы сохраним стабильность и сплоченность внутри Казахстана, только если будем жить интересами всего общества. Мы не должны дать возможность расшатать устои государственного общества извне. Это задача государства, но и задача каждого гражданина. К примеру, нынешние цифровые возможности приводят к мгновенному распространению информации о всех резонансных событиях. Они стали вмешиваться во внутренние дела государств. Например, конфликты в разных горячих точках Земли, противостояние между великими государствами, обострение ситуации в тех и иных регионах немедленно находит отклик по всему миру, в том числе и в Казахстане. Попытки любым образом транслировать внешний конфликт на территорию нашей страны на казахстанских граждан мы должны общими усилиями пресекать. Ассамблея должна держать все данные вопросы на радарах своих и своевременно на них реагировать. Можно продвигать, как здесь было уже сказано, народную дипломатию, взаимодействие с бывшими гражданами Казахстана, Германии, России, других странах, которые испытывают духовную, культурную близость с нашим народом и их объединениями и организациями. Иными словами, Казахстан должен быть всегда территорией дружбы, согласия, мирного сосуществования всех его граждан и соседей тоже. Именно этот фактор в свое время позволил нашей стране спокойно и последовательно, и самое главное, успешно создать, модернизировать наше независимое государство. Именно этот фактор важен для завтрашнего дня. Мы обеспечим светлое будущее новым поколениям казахстанцев при наличии единства нашего народа. Уважаемые члены Ассамблеи, как известно, Тюймебаев некоторое время назад перешел на новую работу. С учетом этого, после изучения кандидатур, я главе государства предоставил соответствующие предложения. Президент Токаев его поддержал своим распоряжением, назначив Азельханова Марата Алмасовича на должность заместителя председателя и заведующего секретариатом Ассамблеи. Его работу каждодневно следить за работой Ассамблеи и всех его региональных организаций. Поэтому прошу любить и жаловать, а ему желаем успеха. Он работал в агентстве по делам религии, Министерстве культуры и спорта, Министерстве информации и общественного развития. То есть у него достаточный жизненный опыт и возраст
Желаем тебе успехов. Дорогие друзья, в завершение нашего мероприятия хотел бы обратить ваше внимание на еще один важный момент. Как всем известно, в 2019 году, 19 марта, 19 часов вечера, я объявил казахстанскому народу, что я прекращаю полномочия президента, отработав почти 30 лет. Жизнь подтвердила правильность этого шага. Сегодня я хочу двигаться дальше. Это тоже для меня серьезный шаг. Эмоциональный он для меня, так как с 1995 года я стоял у истоков создания ассамблеи, возглавлял ее работу. Мы с вами прошли непростой путь, непростое время через мировые кризисы, трудности создания страны. Спасибо всем членам ассамблеи за постоянную поддержку моего курса, лично меня за все эти годы работы. Как известно, в соответствии с Конституционным законом о первом президенте Республики Казахстан Елбасы, законом об ассамблее, мне пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана. При этом ряд полномочий по управлению Ассамблеей закреплены за президентом нашей страны. Ассамблея народа Казахстана должен стоять рядом с действующим президентом, как опора. И, с другой стороны, глава государства тоже опирается на ассамблею. То есть все вопросы должны быть в одних руках. Поэтому я решил передать мое право возглавлять ассамблею народа президенту Касым-Жомарт Кемелевичу Токаеву. Со своей стороны горжусь тем, что созданная на заре независимости ассамблея стала уникальным по мировым меркам общественным и государственным институтом страны. Все эти непростые годы ассамблея на деле доказала свою историческую миссию и эффективность. Убежден, что сегодняшнее решение будет служить интересам деятельности ассамблеи и поможет нашему президенту выстраивать в унисон всю текущую работу и планы на будущее нашего государства. Согласны со мной? Нет ли возражений? Спасибо. Это будет правильным. Поздравляю, Касым-Жомарт Кемелевич, с этим доверием, которое ассамблея вам оказывает. Желаю вам успеха. Құрметті ассамблея мүшелері, қадірлі сессия делегаттары. 30 жыл ішінде еліміз бір талай белесті бағындырып келе жатыр. Бұл біздің ортақ жеңісіміз. Дегенмен мемлекетіміздің алар асуы әлі алда деп білемін. Мен алға қойған стратегиялық мақсаттарымызға жету үшін ассамблея мүшелерін ауызбірлік көрсетуге шақырамын. Біртұтас халқымыздың жарқын болашағы үшін бізде барлық мүмкіндік бар екеніне нық сенімдімін. Тәуелсіздігіміз және ынтымақ пен келісімді өмір сүруге деген ортақ ұмтылысымыз соның айқын кепілі. Мен барша Қазақстан халқына елдігімізді нығайту жолында қажымас қайрат, мықты денсаулық, толайым табыс пенен бақ береке тілеймін. Аса құрметті елбасы, құрметті халық ассамблеясының мүшелері, ең алдымен сенімдеріңізге шын жүректен алғыс айтамын. Ассамблеяны басқару өте жауапты жұмыс. Бұл үлкен саясат, сондықтан осы міндетті жауапкершілікпен атқарамын деп айтқым келеді. Қадірлі Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз тәуелсіздігімізді нығайтып, Қазақстанды дамыған елдер қатарына қосу үшін ең алдымен ауызбіршілік, татулық аса қажет екенін үнемі айтып келесіз. Бұл көне заманнан келе жатқан ақиқат, қазіргі ұрпаққа да қажетті құндылық. Табысты реформаларыңыздың мызғымас тұғыры халқымыздың бірлігі, ал еліміздің бірегейлігі әр алуан ұлт пен ұлыстың жарасымды татулығы. Сіз Қазақстан жолы тұжырымдамасын бүкіл әлемге паш еттіңіз. Қазіргі таңда мемлекетіміздің дара жолын дүние жүзі мойындайды және жоғары бағалайды. Жаһан жұртшылығы сізді аса көрнекті реформатор және әлем деңгейіндегі саясаткер ретінде құрметтейді. Парасатты басшылығыңызбен қол жеткізген табыстарымыз мәңгілік тарихи
мән маңызға ие болды. Сондықтан елдік жолында сіңірген ерен еңбегіңіз әлемнің және Қазақстанның тарихында мәңгі жазылатыны сөзсіз. Халқымыздың тату тәтті тіршілігі сіздің салиқалы саясатыңыздың арқасы. Осы дәстүрді сақтап, елімізді одан әрі өркендету қашанда маңызды. Осыған орай мемлекеттік саясаттың сабақтастығы айрықша маңызға ие. Бұл Қазақстанның болашағы үшін керек екені айдан анық. Құрметті сессияға қатысушылар, қадірлі қауым, ассамблея бұрын соңды ешбір елде болмаған бірегей құрылым. Басқа мемлекеттерде біздің үлгіміз бойынша түрлі ұлт өкілдерінің басын қосатын осындай ұйым құруды бастады. Бүкіл қоғамды ұйыстырып, ырыс ынтымағымызды арттыру аса өзекті мәселе. Біз әрқашан береке басы бірлікте деген қастерлі қағиданы ұстандық. Қазақстан 30 жыл ішінде халқы тату, жері тыныш, қоғамы тұрақты мемлекетке айналды. Бұл шын мәнінде мақтан тұтарлық жетістік. Сан түрлі ұлыстың басын біріктіріп, бір мақсатқа жұмылдыру оңай шаруа емес. Бұл табандылықты талап ететін күрделі жұмыс. Біз сыйластық пен келісімнің, бауырмалдық пен өзара құрметтің негізінде еңселі, өркениетті ел болып отырмыз. Бұл әрине елбасының арқасы. Мұны әрдайым есте ұстауымыз қажет. Әсіресе коронавирус дерті қыспаққа алған қазіргі күрделі кезеңде халқымыздың алдында тұрған міндеттерді жүзеге асыру үшін біз бәріміз бір ел, бір ұлт болып жұмылуымыз керек. Ассамблеяның да алдында жаңа міндеттер тұр. Татулық пен келісім саясатын лайықты жалғастырып, дамыта түсу баршамыздың ортақ парызымыз. Себебі бүгінгідей алмағайып заманда кез келген сынаққа төтеп беру үшін бірлігіміз әрдайым бекем болуға тиіс. Уважаемые участники сессии, глобальный мир стремительно меняется и вступил в период беспрецедентной трансформации. Наступает совершенно новая реальность в политике и экономике, в общественной жизни и технологическом развитии. В различных регионах планеты обостряются религиозные противоречия, проявляются ксенофобские настроения. Эти вызовы становятся все более опасными для благополучия государств, особенно в условиях массированной атаки коронавируса на здоровье людей. Тем более повышенное политическое и практическое значение приобретает сегодняшняя глубокая, яркая речь Елбасы. На фоне геополитической нестабильности в мире Казахстан, тем не менее, обладает очевидным запасом прочности. Это согласие и единство народа – это наш экономический потенциал. Опираясь на созданные Елбасы финансовые возможности, финансовый потенциал, правительство смогло оказать беспрецедентную материальную помощь огромному количеству людей. Это более 4,5 миллионов человек. По инициативе первого президента по линии партии Нур-Отан успешно проведена кампания «Біз біргеміз» по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся семьям. И эта помощь предоставляется по сей день. Нурсултан Абишевич Назарбаев еще на заре независимости Казахстана создал такой успешный общественно-политический институт, как Ассамблея народа. Этот уникальный орган впоследствии получил конституционный статус и широкое международное признание. Ассамблея народа стала фундаментом межэтнического, межконфессионального согласия в нашей стране. В фокусе усилий Ассамблеи неизменно находится последовательное продвижение универсального принципа единства в многообразии. Все эти годы Ассамблея стремилась к тому, чтобы каждый гражданин нашей страны, независимо от своей этнической и религиозной принадлежности, ощущал себя частью большой и сплоченной казахстанской семьи. Ассамблея народа Казахстана превратилась в самый авторитетный общественный институт, обладающий собственным представительством в парламенте. Опыт Казахстана в сфере межэтнической, межрелигиозной политики широко признан
и востребован на международном уровне, о чем свидетельствует регулярное проведение в нашей стране съездов лидеров мировых и традиционных религий и других международных форумов. Мы по праву гордимся нашей стабильностью, о чем сегодня убедительно сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев. Действительно, нестабильность – это конфликты, причем кровопролитные конфликты, это горе сотен тысяч людей. Поэтому тех безответственных людей, которые призывают к дестабилизации, к нарушению порядка, мы в соответствии с нашим законом и международными обязательствами будем привлекать к строгой ответственности. Этническое и культурное многообразие Казахстана стало нашим стратегическим ресурсом. Эта дальновидная политика обеспечила активную поддержку и деятельное участие всех граждан в реализации стратегических реформ. Обращаюсь к вам, многоуважаемый Елбасы Нурсултан Абишевич, с просьбой принять наше общее предложение стать почетным председателем Ассамблеи. Этот статус по праву принадлежит вам в силу ваших исторических заслуг перед нашим народом и государством. Уверен, все члены Ассамблеи поддержат данное предложение. Дорогие друзья, перед Казахстаном стоят новые масштабные задачи. Наш народ нацелен на построение эффективного государства с устойчивой экономикой и справедливого общества с прогрессивными ценностями. Для достижения этой цели ключевое значение имеет общенациональная консолидация представителей всех этносов и конфессий с целью беззаветного служения стратегическим интересам нашей единой Родины. Это и есть подлинный патриотизм. Ассамблея обладает всем необходимым функционалом и, самое главное, человеческим потенциалом, чтобы сыграть особую роль в этом исторически важном процессе. Қастерлі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында Ассамблея халықтың талап тілектерін орындауға бағытталған нақты жобаларды жүзеге асыруға айрықша мән беруі қажет. Баршамызға ортақ жұмыстың басты бағдары дәл осындай болуға тиіс. Біз бәріміз бірлік пен ынтымақтың арқасында жасампаз ұлт болып, алдымызда тұрған тарихи мақсаттарға қол жеткіземіз. Баршаңызды алда келе жатқан Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, бақ береке тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елбасымыздың есімі мәңгі жасай берсін.